В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Конструкция моста через реку Лену прошла первые натурные испытания особенностей движения льда. По итогам эксперимента никаких недостатков в конструкции моста не выявлено. Сейчас готовится следующий этап исследований. Отмечается, что физическая модель русла и поймы реки на участке расположения моста была воспроизведена с учетом реального рельефа. На копии соблюдены все геометрические подобия, которые могут повлиять на движение воды. В рамках эксперимента были уточнены закономерности и особенности механизма формирования заторов льда на реке Лена на основе обновленных данных натурных наблюдений. В частности, были произведены исследования механизма прохождения ледовых полей через створ моста. Эксперты также проверили эстакады, насыпи и насыпи с пойменными мостами. Следующим этапом станет проведение аэродинамических экспериментов, которые запланированы на лето этого года. Генеральным проектировщиком выступает Институт Гипростроймост Санкт-Петербург. Эта компания занималась проектированием Крымского моста и моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Минстрой утвердил показатели средней рыночной стоимости жилья в регионах России на второй квартал 2021 года. Отметим, что эти показатели определены для расчета размера соцвыплат, которые предоставляются на строительство жилья за счет федерального бюджета. Так, средняя стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения больше всего выросла в Москве, Подмосковье, Приморском крае. Также квадрат жилья подорожал в Ленобласти, Свердловской области, Якутии и Хабаровском крае. В ряде регионов показатель остался неизменным. Согласно ранее утвержденному Минстроем нормативу, стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в России на первое полугодие 2021 года определена в 49 200 рублей. Вице-премьер правительства России Александр Новак назвал Якутию перспективным регионом для газификации на презентации долгосрочной программы развития СПГ в России. По его словам, сжиженный природный газ наиболее востребован в Якутии, так как регион располагает собственной ресурсной базой и газотранспортной инфраструктурой. Речь идет о Средневилюйском, Талонском, Мастахском и других месторождениях. Отметим, что в республике уже действует малотоннажная установка производства СПГ мощностью 7000 тонн в Нижнем Бестяхе. Предполагается, что в ближайшее время установка может удвоить свои мощности до 15 тысяч тонн, а в перспективе к 2035 году мощности по сжижению газа достигнут 2 миллионов тонн. Программа «Дальневосточный гектар», а также ее распространение на арктическую зону Российской Федерации в будущем будет расширяться, в том числе за счет увеличения площади земельных участков. Ранее Минвостокразвитие внесло в правительство законопроект, который позволит получать второй дальневосточный гектар при успешном освоении первого. Внесение проекта в Государственную Думу ожидается в ближайшее время. Кроме того, этот законопроект запустит программу «Арктический гектар». Купейные и плацкартные вагоны с равномерным чередованием в течение месяца будут курсировать из Нижнего Бестяха до Хабаровска с 31 марта. Назначение дополнительного вагона увеличило периодичность курсирования беспересадочных вагонов по данному маршруту до 9-10 раз в месяц. Стоимость проезда в плацкартном вагоне из Нижнего Бестяха до Хабаровска составит 3907 рублей. Время в пути – двое суток, 10 часов 22 минуты. Билеты можно приобрести онлайн на сайте РЖД, в кассах на вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, а также в кассах на железнодорожных вокзалах по всей территории России. Якутия стала первым регионом в России, который разработал и представил туристический трек в рамках стратегии развития промышленного туризма. Сокровища Якутии – серия туристических продуктов, включающих посещение крупных предприятий добывающей отрасли, центров развития традиционных промыслов республики. Среди них ювелирный дом, национальный концерн, где производят изделия из пушнины, центр традиционной якутской посуды, а также местные предприятия пищевой промышленности, выпускающие хлеб и напитки из экологически чистых дикоросов с добавлением экстракта пантов северного оленя. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.